Привет всем, кто онлайн. С вами Анна Дергаусова. Специально для тебя все самое интересное и актуальное в реальном времени. Сегодня ты увидишь. Жаркое лето в Сочи, об олимпийских объектах и не только, из первых уст в рубрике «Сверхразум». Рев мотора и ощущение полета. Мастер-класс для любителей экспериментов. Восток – дело тонкое. Победители Олимпиады по турецкому языку о загадочном месяце и звездочке. Новости интернет в реальном времени в новой рубрике «В сети». О том, что лето – маленькая жизнь, эти ребята знают не понаслышке. И в ней, помимо пустого прозябания, есть время для труда. Голубая волна Черного моря, золотые горы Алтая, новые друзья и неплохие деньги. Хочешь все это? Тогда вступай в ряды бойцов стройотряда. Стройотряд, или знаменитая аббревиатура ССО, студенческий строительный отряд, появился весной далекого 1959 года. Постепенно студотряды распространились по всему Союзу. Студенты Бурятии впервые организовали отряд в 1967 году. Затем студотряды стали неизменным атрибутом студенческой жизни. С 2000 года тогда Госкомитетом Республики Бурятия по делам молодежи, туризма, физкультуре и спорту была совместно со штабом студенческих отрядов была как раз начата эта работа по возрождению и развитию студенческого трудового движения. Начинали мы тогда с 4 отрядов, 150 бойцов, которые были трудоустроены в данные отряды. Сегодня создано более 150 студенческих молодежных отрядов, где задействовано свыше 1500 студентов, которые помимо республики успешно осваивают и территорию бескрайней России, где по трудовым показателям и участию в спортивно-культурных мероприятиях демонстрируют себя достойно. Так, студенты Улан-Удэнского института железнодорожного транспорта стали лучшим студенческим отрядом на объектах олимпийского титула российского железнодорожного транспорта в городе Сочи. Почему именно вы поехали на эту стройку и вообще как происходил отбор? В первую очередь студентов отбирали по такому принципу, то, что должно быть молодому человеку 20 лет. То есть младше 20 лет туда не могли просто поехать. Дальше смотрели на то, какой сам по себе человек. Он должен быть активный, по личным характерам, серьезный, то есть ответственно подходил к каждому делу. Морально устойчивый, самое главное, так как там строго по регламенту. Испытания не из легких. Подъем в 5:30 утра. С 7 до 4 у нас рабочий день. Плюс после 4 мы работали также до 8 вечера. После переработки мы приезжали, и у нас были спортивные мероприятия, на которых мы также занимали первые места и по футболу, и волейболу. Сибиряки же все-таки. Как по-другому? Ребятам Всероссийского студенческого отряда «Союз» имени космонавта Германа Титова в этом смысле немного повезло. Рабочий день у них начинался с 8:30, в час обед, послеобеденный отдых и до 8 вечера работа. Не было такой изнурительной работы, разнообразие было, то есть вкладывали блоки, работали с нивелиром. То есть интересно все это было. И если стройотряд «Союз» с нуля возводил весовую для животных, то основная работа отряда «Байкал» заключалась в укладке кабеля. Приходилось работать и в дождь, и в жару, часто самим решать возникающие проблемы. Помимо работы ребята принимали участие в различных мероприятиях. Мы придумывали сценки какие-то, выступали перед друг другом. Сочиняли песни у костра, собирали шашлыки, жарили. Общий состав стройотрядовцев в Сочи насчитывал 1200 человек. Отряд «Байкал» состоял из 50 студентов. По сравнению с остальными самый маленький отряд, но, как оказалось, удаленький. В отряде «Союз» в городе Барнаул участвовали 9 аграрных вузов Костромы, Оренбурга, Саратова. С каждого региона было собрано по 2 человека. Честь Бурятии защищали Сергей Пуховский и Аюша Шатханоев. С многочисленными грамотами и благодарственными письмами вернули студенты на родину. В последние годы студенческие отряды как раз-таки идет большой потенциал, идет развитие, и на студенческие отряды большое внимание уделяется. Ежегодно посещаются встречи, слеты, то есть открытие с трудового семестра, закрытие. Ребята становятся более сплоченные, узнают друг друга. Сами ребята остались довольны поездкой. В первую очередь, конечно, деньги заработать. И город сам посмотреть, Россию посмотреть, с ребятами новыми познакомиться. Часто в олимпийской стройке. Получается событие века. Когда еще у нас в России будет Олимпиада проводиться? На наш вопрос, сколько денег заработали, ребята предпочли уйти от ответа. Энное количество. Да. В общем, не обидели.
Но, как мы узнали позже из достоверных источников, оплата, конечно, зависит от профиля выполнения работ. Суммарный объем за текущий сезон составил на 150 отрядов около 26 миллионов рублей. Что касается внешнего вида бойцов, каждый отряд имеет свою спецодежду. На куртку нашиваются шевроны и знаки конкретного отряда. Раньше это был знак ВССО – Всесоюзный студенческий строительный отряд, замененный позднее на ЛСО – линейный студенческий отряд. Знаки региональных объединений, шевроны учебного заведения и конкретного отряда, лычки, значки. То, что мы с Бурятии, получается шеврон на правой руке, который вы можете увидеть, и сзади эмблема. Республика Бурятия написано внизу. Чтобы надеть бойцовку, ребятам пришлось пройти специальное посвящение, после чего она всегда должна была быть ухоженной и чистой. Мне с трудом досталась она. Я прошел много испытаний, чтобы получить ее. И все, когда одели мне на нее, мне стало очень приятно, посвятили меня в бойцы. Вот, стал своим. Трудовой семестр ребят совпал с 50-летием полета Юрия Гагарина. В честь этого всем бойцам отряда «Байкал» вручили именные значки. Кроме того, 3 космонавта буквально с борта МКС поздравили нас онлайн на торжественном открытии трудового семестра. какое было ваше ощущение, когда вы узнали, что вы лучшие? Конечно, первое ощущение радости, гордости. Престиж нашему вузу, соответственно. Да. А на торжественной линейке 1 сентября юношам вручили грамоту за укрепление положительного имиджа Бурятии и подарили гитару как символ студенческих отрядов. Если ты молод и тобой движет романтика дорог, гор, рек, песен под гитару, вступай в ряды студенческих отрядов. И наступил тот час, и счастье делим на двоих. Как жаль, что лето лишь пора, и ты цени в ней каждый миг. Философ и писатель Жан-Жак Руссо однажды сказал: «Скучные уроки годны лишь на то, чтобы внушить ненависть и к тем, кто их преподает, и ко всему преподаваемому. Мы не делаем скучных уроков, мы пытаемся научиться чему-то новому и неожиданному оригинальным способом. Если тебе это интересно так же, как и нам, тогда специально для тебя и только онлайн рубрика «Действуй». Мы решили провести эксперимент, сможем ли мы овладеть тем, о чем давно мечтали, за 3 минуты. Классические туристические чопперы, спортивные кроссовые Yamaha, Honda, Suzuki, BMW, Harley и многие другие – все это о мотоциклах, опасных и неприступных, но влекущих к себе миллионы людей. Годом появления первого мотоцикла можно считать 1885, когда немец Готлиб Даймлер построил машину для езды, представляющую собой велосипед с деревянной рамой и передачей с ремнем. Он достигал скорости 12 км в час. В Советском Союзе производство мотоциклов началось в 1950 году и сразу было поставлено на поток. В Америке с 30-х годов 20 века при популярности автомобилей в моторынке сохранились только 2 национальные марки – Harley Davidson и Indian, и то последняя лишь до 1953 года. Всю вторую половину 20 века царил бренд Harley Davidson, создавший моду на мотоциклы типа чоппер и кастом, пользующиеся культовой популярностью в субкультуре байкеров и рокеров. Кто не мечтал приручить этого железного красавчика? По крайней мере, мало найдется таких, кто останется равнодушным при виде стального блеска и ревущего мотора мотоцикла. И мы не исключение. И сегодня попробуем сделать это под руководством очень опытного байкера Евгения. Как давно вы занимаетесь этим искусством? Ну, это не искусство, это хобби, потому что каждый человек должен найти для себя определенное хобби. И люди разные, много разных людей, и каждый выбирает для себя определенную тему. Вот выбрал мотоцикл, это еще началось с детства. Как сложно научиться водить данный транспорт? Ну, когда ты уже умеешь ездить, для тебя это не сложно, а когда ты первый раз садишься, для тебя это очень сложно. Здесь, получается, все органы движения задействованы, поэтому для этого надо навык определенный. Садясь за руль мотоцикла, нужно понимать, что это самый травмоопасный вид транспорта. По словам профессионалов, нет ни одного байкера, который не попадал в аварию. Молодым, начинающим мотоциклистам хотел бы обратить внимание, чтобы ездили в шлеме, в защите.
изучали правила дорожного движения. Безопасность мотоциклистов напрямую зависит от них самих. Существуют разнообразные виды защиты – шлемы, налокотники, наколенники, перчатки, защищающие пальцы и рук, и так называемая черепаха – защита позвоночника, надеваемая под куртку. Кроме защиты мотоциклиста, есть защита на мотоцикле – специальные дуги, которые при падении транспорта защищают его от повреждения. Существует огромное количество мотобайков. В Улан-Удэ присутствуют практически все модели. У нас мотоциклы в городе практически все присутствуют, то есть спортбайк, чоппер, классика, эндуро и, как сказать, ну типа дрекстеров. Вот у нас Игорь, у него вулкан 1,5-литровый. Когда он был выпущен, в 1988 году разработан на заводе модель сама, она считалась главным конкурентом на рынке мотоциклов Harley-Davidson. То есть он был такой японский аналог американских чопперов. Он и по стилю, и по дизайну он очень похож на него. И водят их абсолютно разные люди. Днем это программисты, инженеры, сварщики, директоры, заместители, предприниматели. А вечером, снимая пиджаки и галстуки, облачаясь в кожу, настоящие байкеры. Я смотрю, вы все в коже. Это какая-то специальная экипировка? Да, идет экипировка кожи, а также она при падении защищает, теплая, толстая по составу. Ну, жилетка тоже можно носить. Молния застегивается туго, ветер не проникает туда. Куртка называется косуха. Все закрыто, защищено, и едешь без холода, не ощущаешь. Знаменитая косуха байкеров. Есть стиль чоппер. Вот Сергей ярый представитель чоппера. Ну, я вот тоже сегодня как-то так получилось, как будто с вами в одной теме, да? Может быть, ребят, покажете? Можно я лично попробую все-таки сесть за руль этого... Доверишь? Ух, боюсь. Это было нереально, но очень круто. С вами была рубрика «Действуй». Оставайтесь на линии. Говорят, что знание иностранного языка – это возможность заглянуть в другой мир. Эти девочки знают это не понаслышке. И они на собственном опыте убедились, что владение языками позволит постичь неизведанное и увидеть масштабы Вселенной. Лицей-интернат номер 61 для одаренных детей вновь доказал свое превосходство. Школьники из Улан-Удэ успешно представили Бурятию на международной олимпиаде и не где-нибудь, а в самой Турции, откуда привезли 2 серебряные и 1 бронзовую медали. 130 стран и 1000 участников. Через жесткую конкуренцию пришлось пройти в незнакомой стране 9-классницам лицея-интерната. Они представляли Россию в одной из 6 языковых групп международной школьной олимпиады. Ну и расскажите, как вы съездили в Турцию, что за олимпиада была? Ну, все прошло очень хорошо, нам Турция очень понравилась, такая гостеприимная страна, там люди очень добрые и так все чисто, аккуратно. Ну, вы, как я понял, участвовали в разных номинациях или как? Да, категориях. Ну вот, расскажите каждую. Ну, я участвовала в категории «Песня». Ну, было, конечно, тоже сложно. Для начала мы все втроем писали как бы контрольную работу, тест. И от этого как бы зависело, будем ли мы во втором этапе участвовать. Ну, мы втроем прошли. А какую ты песню подготовила? Турецкую песню, называется «Джан-Джана». «Джан-Джана»? Да. Ты пела ее где-то на стадионе, как я понял. Ну да, на сцене, на стадионе, в разных местах. Я участвовала в категории «Грамматика и разговорная речь». Там мы, получается, сначала был первый этап, там писали большой сложный тест, который включал в себя грамматику, вопросы различные, работа с текстом и аудирование. У нас была очень большая аудитория, там были столы такие маленькие, нам каждому выдавали вот карандаш, ручку, все это. Тесты мы сидели 3 часа, кажется, писали, а на следующий день уже мы прошли этап, все такие радостные, на следующий день пошли сдавать «Мира песню, я стих». Вначале очень сильно волновалась, было так страшно, а потом уже как-то успокоилась, потому что это все очень долго было, у каждого свой номер. Какие вообще у вас остались яркие впечатления об Олимпиаде, вообще о Турции самой? Где бы вы бывали вообще? Получается, Олимпиада, она прошла очень хорошо.
У нас был огромный олимпийский городок, очень красивый. Там был бассейн, там был тренажерный зал, джакузи, турецкая баня, была столовая. Также мы в Анкаре посетили такое место Алтын-парк, где мы представляли свою культуру в национальных костюмах. Мы рассказывали людям о Бурятии, о Байкале, о России. Они очень смотрели, очень интересовались ею. Там были разные сувениры, и все фотографировали нас. Там всего было 400 тысяч человек, и все ходили, фотографировали, и очень много спрашивали. Насколько ли сложен турецкий язык, можете мне сказать? Ну, турецкий язык на самом деле не сложный язык, он просто надо запоминать, как пишутся слова, грамматика. В турецком языке, как и в русском, там присутствуют окончания, местоимения и идут склонения, но там еще есть такое отличие, что в турецком языке нет понятия «он», «она», «оно», там все одним местоимением обозначается. Турецкий и бурятский очень схожи. Ну, например, тетрадь по-турецки будет «дефтер», ну, а по-бурятски он «дептер». Ну, они очень схожи. И благодаря тому, что мы были в Турции, мы улучшили намного свой турецкий. И, пожалуйста, продемонстрируйте свои умения, что вы там показывали, что пели, что рассказывали. Я пела песню «Джан-джана». Bizi içeriz badim, cam-cama dehil can-cana. Biz döneriz halayı, sen sana dehil yan-yana. Bizi içeriz badim, cam-cama dehil can-cana. Biz döneriz halayı, sen sana dehil yan-yana. Я рассказывала стих Фетуллах Гюлен'in Beni Yalnız Bırakma. Ben bir kapı kulum, sen de sultansın. Yolda kalmışlara haktan emansın. Ben bir cesed isem, sen onda cansın. Doğru ama. Türkiye'nin çok güzel bir ülke. Biz Бурят Cumhuriyetlerinden çok seviyoruz. Таня только что сказала, то, что нам очень понравилась Турция, но все же мы любим Бурятию. Может быть, вы хотите что-то пожелать ребятам напоследок? Türkçe öğreniyor. Учите иностранные языки. С вами была рубрика «Имхо». Видеохостинг YouTube представил новые инструменты для редактирования роликов, загруженных на сайт. Об этом сообщается в официальном блоге. Внести изменения в загруженные видеоролики можно с помощью кнопки «Изменить видео». Встроенный редактор позволяет повернуть изображение, обрезать начало и конец ролика, поменять яркость, контраст и цветовую температуру, добавить звуковое сопровождение, а также применить к ролику графические эффекты. На сайте utorrent.com разместили фальшивый антивирус. Неизвестные хакеры 12 сентября взломали сайт популярного торрент-клиента MuTorrent и разместили на нем вредоносную программу. Пользователи, пытавшиеся скачать клиент MuTorrent, вместо него получали программы Security Shield, которая принадлежит к классу так называемых фальшивых антивирусов. Фальшивые антивирусы маскируются под настоящее антивирусное программное обеспечение и после установки выводят сообщение о том, что на компьютере обнаружены вирусы. За удаление вирусов с пользователя требуют денег. Яндекс представил сервис поиска мобильных приложений. Сервис позволяет находить программы для устройств на Android. Поиск ведется по базам магазинов Android Market. Пользователи могут указать, какие приложения они хотят найти, платные или бесплатные. Искать программы можно по их названию и по описанию, например, «Сердитые птицы» или «Бесплатная читалка». Сервис умеет устанавливать соответствие между русским и английским языками. Так, по первому запросу будет найдена игра Angry Birds, а по второму – бесплатное приложение для чтения книг. Отмечу, что новая услуга от Яндекса открывается только с мобильных устройств и работает во встроенном браузере интернет в Android. Сейчас сервис функционирует в режиме бета-версии, доступен только для пользователей из России. Пока все, до встречи. Все гениальное просто, главное творить, действовать и идти к своей цели. На сегодня все. Не забывайте быть онлайн. До встречи.